Приветствую аудиторию Якутского Саха-информационного агентства и приветствую нашего гостя в студии. Это Егор Борисов, глава Республики Саха-Якутия. Добрый день, Егор Афанасьевич. Добрый день. И также приветствую моих коллег, журналистов. Это руководитель портала ekt.ru Антон Жандоров, собственный корреспондент ТАСС Сусанна Рожина и ответственный секретарь газеты КИМ Альберт Капрынов. Егор Афанасьевич, вот такой вопрос. На прошедшей неделе у нас в гостях был лидер ЛДПР Гаврил Парахин, и он обратился к республиканским властям с предложением, чтобы кадров оппозиционных партий более активно подключали к руководству республики. Вот на это предложение что вы можете ответить? На это предложение я считаю, что абсолютно необходимо, и я приветствую, если такие кадры есть, пусть предлагают, мы рассмотрим. И если там речь идет о молодых кадрах, вначале, может быть, поставим вопрос о постановке в резерв. С другой стороны, в республике при формировании кадровой политики, в частности, касающейся правительства республики, в министерствах и ведомствах, мы по большому счету подбор делаем по деловым профессиональным качествам. Это первое требование, которое ставится перед теми людьми, которые назначаются на должности. Но, с другой стороны, у нас же есть опыт работы именно тех кадров, которые представляли так называемые оппозиционные партии или общественные формирования. Я просто приведу пример. Александр Власов долго работал заместителем председателя правительства республики, представлял коммунистов. У нас работали министром сельского хозяйства представитель «Справедливой России», который потом попозже, уже став министром, работая год или два, он ушел из этой партии. Но он формировался как представитель «Справедливой». Мы предлагали как представители «Справедливой России». Потом, кроме того, те или иные кадры, которые работали в тех или иных оппозиционных партиях, которые себя так считают, были привлечены в других должностях, в частности, по рекомендации тех же коммунистов. Вот, например, у нас в хозяйствующих субъектах работали, это и Александр Гаврилов, это и Амосов, который возглавлял предприятие «Табак». Потом вот сейчас работает директором училища, тоже по их просьбе, в Исмаильском районе руководителем, представитель КПРФ. Поэтому мы сегодня имеем возможности абсолютно привлекать оппозиционных кадров. Главное, чтобы они отвечали тем требованиям, которые ставятся перед этими должностями по деловым профессиональным качествам. Вот про еще одного оппозиционера, про Эрнста Березкина, хотел вас спросить. Вот после выборов многие ожидали то, что вы пригласите Березкина в правительство, многие считали, что он принесет пользу, работая в органах власти, но этого не произошло. Вот с чем это связано? И вот как вы объясните его неплохие показатели на выборах главы республики? Давайте тогда разделим этот вопрос на две части. Итоги выборов. Он получил около 30% голосующих по итогам выборов главы республики. Но я по заключению экспертов и по своему представлению, я считаю, 30% не сторонники Березкина. Так было при выборах президента Михаила Ефимовича Николаева. Более 30% голосовали против. При выборах Вячеслава Анатольевича Штурова президентом республики то же самое было. Более 30% голосовали против. Ну и у нас получилось так. Я считаю, это абсолютно картиной объективной, потому что у нас есть определенная категория протестного электората, который независимо, кто там выставляется, если это официальные власти или официальные политические силы выставляют свою кандидатуру, они всегда против голосуют. Такое и было. Если я сегодня представляю, что и на следующих выборах какой-то оппонент все равно получит не менее 30%. У нас сложилась какая-то определенная закономерность такая. Вот то, что касается итогов выборов.
Но это и при этом, когда ездим по районам, это те, которые голосовали против, они так и объясняют нам. Они не за Березкина, а за то, что против власти. У нас сегодня в последнее время такая категория людей появилась. Что касается первого вопроса, почему Эрнст Березкин не был привлечен в работу правительства республики, Эрнст специалист неплохой. Он работал уже у нас. Работал в свое время и сразу работал заместителем председателя правительства, был приглашен молодые годы, чуть ли 30 лет. Потом он работал министром финансов долгое время. Потом мы ему предлагали в свое время очень ответственную должность, чтобы как бы формировать определенную команду якутян в руководстве компании «Алроса», вице-президентом «Алроса». То есть то, что ему надо было предлагать, ему было предложено. Но, к сожалению, он это не использовал в интересах республики. Он не взял на себя ответственность для того, чтобы продолжить эту работу и стать востребованным человеком. Он сегодня, я считаю, с учетом определенных позиций, которые он для себя формировал как личность, он, в моем понимании, он сегодня не может быть востребованным в решении тех или иных наших текущих перспективных вопросов. Потому что цели и задачи он поставил неправильные, я считаю, как руководитель. Потому что любой человек, когда речь идет о молодых людях, надо думать вообще, как быть востребованным. Потому что много я встречаюсь с молодежью и всегда им советую, когда они вопросы карьеры ставят. Когда речь идет о карьере, конечно, людям надо посоветовать абсолютно правильно, чтобы они понимали, какие цели и задачи должны поставить. Я всегда объясняю, если человек поставит перед собой задачу только делать карьеру, то он глубоко ошибается. Для того, чтобы достичь карьерной цели, он должен на любые способы идти, как он понимает. И если эти способы могут быть и абсолютно правильные, могут быть и неправильными. Вот я говорю о том, что когда неправильно ставят, они могут и запрещенными приемами использовать, обмануть, там, кого-то подставить и добиться. Первый раз могут добиться, второй раз могут, третий раз не могут, четвертый раз вообще не могут. Люди же узнают, кто они. Поэтому, когда речь идет о молодых кадрах, то я всегда с ними разговор веду очень серьезный. Помните, вот у нас Глушко Дмитрий Евгеньевич был избран вице-президентом. У меня в правительстве есть молодые, которые члены молодежного правительства, члены правительства действующего, которым всегда я говорю, вот идете на высокие должности, я вам доверяю, я вас назначаю, но имейте в виду, для вас это потолок. Выше вам прыгать будет очень сложно. У вас нет больше двигаться дальше. Потому что все хотите, если вдруг стать президентом или еще кем-то, вы сначала должны думать, пройти жизненный путь. И вам остается только падать. Вверх-то нету лестницы, только падать. Вот это падение будет очень болезненное. Будете это терпеть, вы будете создавать условия, что при всех условиях будете востребованными. И им это объясняю, они говорят, да, мы понимаем. Мы идем на этот шаг. И соглашаются, потому что по деловым качествам, по творческому подходу, по наступательности, по уму, разуму, по опыту они достойны должностей, но они молодые. Вот когда падают и не выдерживают определенную нагрузку и начинают уже искать другие пути, потому что они цели немножко другие ставили, которые не понимают, о чем речь идет. Они ставили карьеру, а для них вице-премьер – это самая высокая должность для молодых людей. Дальше двигаться ему еще долго-долго работать надо. Но, к сожалению, это не выдержали некоторые люди и не становятся востребованным. А должен быть человек всегда востребованным. Если даже ты упал на какую-то другую лестницу, нижнюю лестницу, ты должен быть востребованным. Егор Афанасьевич, тут предстоит Восточно-экономический форум, да? Вот, насколько мне известно, там будут разные проекты от Якутии представлены, да? Ну и самый, наверное, резонансный в обществе – это проект моста через Ленла здесь, возле Якутска, да? Вот, а какой механизм
предлагается потенциальному инвестору от республики здесь? То есть за счет чего он должен построить? Ну, во-первых, все проекты Якутии, они резонансные. Не только мост. Видите, как у нас какие-то слухи распространялись по Тору Заречье. Это второй вопрос у Да, меня. там тоже вопрос возникал, и это тоже резонанс вызывает. Проекта нет, а общественное и политическое такое мнение появилось. Сегодня по мосту то же самое. По определенным причинам проект, который был включен в программу финансирования, программу строительства, он был снят, потому что появились определенные и объективные, и субъективные причины. Поэтому нам пришлось заново раскрутить этот вопрос. Мне пришлось встречаться с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым, это 18 мая недавно, и поднял этот вопрос более серьезно о том, что по тем критериям, по тем планам, которые мы разрабатывали вместе с Министерством транспорта Российской Федерации, как бы он не прошел, тот подход. Поэтому мы предложили с учетом объективных таких очень хороших отношений с Китайской Народной Республикой и с учетом изучения инвесторов, которые предлагают со стороны Китая участие в некоторых проектах, мы предложили о том, что давайте обратимся к китайским инвесторам с условием концессии, и при этом и речь абсолютно не идет о строительстве в будущем платной дороги, а речь идет о том, что бюджет Российской Федерации должен принимать. Даже мы, учитывая важность этого объекта, республика тоже сказали, что в начале проектирования мы можем тоже участвовать в определенном, потому что мы такой опыт имеем в республике, чтобы ускорить, чтобы как-то продвигать эту тему. И получили поддержку. Дмитрий Анатольевич поддержал и дал поручение Дворковичу Аркадию Владимировичу, чтобы изучить предложение Якутии, чтобы подготовить предложение президента Российской Федерации. И эта работа началась. Во-первых, в Санкт-Петербургском форуме работала большая комиссия межправительственная России и Китая во главе с Шуваловым Игорем Ивановичем и Гаоли, господином вице-премьером Китайской Республики. И мы там озвучили устами Министерства экономического развития Российской Федерации этот проект, и принято к изучению со стороны Китайской Республики. И осенью на очередном заседании мы будем вносить этот проект на рассмотрение или на утверждение комиссии. Больше года разрабатывается законопроект развития сельского хозяйства. Сейчас на каком этапе находится данный законопроект? Но законопроект, который разрабатывался, он обсуждался и в стенах парламента, как общественное слушание. Они обсуждались и в районах, и с привлечением широкого круга аграрников, и само Министерство сельского хозяйства. И я получил этот законопроект и был не удовлетворен, что до конца не учтены особенности нашей Якутии, до конца не учтены приоритеты республики в области аграрной политики. Поэтому, вы, наверное, уже знаете, я сделал заявление на последней сессии парламента о том, что лично сам буду заниматься этим законопроектом, и в сентябре-октябре мы внесем. В чем заключается особенность этого закона концептуально? Дело в том, что я по селу, по сельскому хозяйству сделал ряд заявлений. В прошлом году на съезде товаропроизводителей, потом сделал на встречах с нашими селянами. А смысл заключается в том, что мы за последние годы сельское хозяйство поддерживали и поддерживаем, и будем поддерживать. Но при этом механизмы поддержки, они были как бы, ну, я выражался словами слепые. Да, мы слепо субсидировали, вот говорили, содержите скот, занимайтесь молоком, мы вам даем субсидии, и сохраняйтесь, развивайтесь. Но сегодня все-таки, я сказал, немножко надо менять позицию. Дело в том, что государство бесконечно деньги вкладывать, не зная, что там происходит, что с этими рублями делают, невозможно.
Поэтому, вот, например, что было? Вот мы на голову скота даем 10 тысяч рублей. Человек ответственный, человек, который хочет развиваться, он поддерживает свое поголовье, сохраняет, развивает и в следующем году тоже получает. А безответственный, ну, определенные какие-то трудности появились, он взял и забил. 10 тысяч получил у государства, забил, мясо съел, и на этом закончилось. А вот он, то есть вложенные 10 тысяч рублей за одну голову скота, он как бы исчез неэффективно. Он вынужден или по каким-то объективным причинам, или каким-то трудностям и так далее. А что нам надо делать? Сегодня все-таки мы должны создать такие условия, чтобы государство, когда вкладывает рубль, потому что к такому уже переходит и федеральное правительство, и мы переходим. То есть каждый рубль надо следить, какой результат дает, какой эффект дает. Если я 10 тысяч рублей на голову вложился, я должен следить, это 10 тысяч рублей создает условия сохранения. Несет ли это ответственность этот фермер или личное подсобное хозяйство за это 10 тысяч рублей сохраняет свое поголовье или нет? Вот поэтому закон, основная концепция будет такая, что мы будем увеличивать поддержку государственную. Я об этом уже дал задание правительству республики недавно. И при этом создавать условия, чтобы это рубли работали, давали результат, чтобы несли ответственность. Кто получил эти рубли, они несли ответственность, что эти рубли идут на дело, на решение социальных задач, на решение производственных задач. Но некоторые политики недавно озвучили о том, что вот это 10 тысяч рублей, которые мы отдаем, это их собственность. Да, мы говорим, это их собственность. Но государство не может бесконечно вкладывать. Ну, сейчас же этих нету, да? А? Сейчас же такого механизма нет. Отдали, как отдали мы собственность. Куда он девает, это его дело. Поэтому вот реакция фермеров, вот именно на мое заявление, это для меня была радость. Наконец-то люди отреагировали. Вот я в этом плане очень рад. Но они отреагировали. Какая реакция, это меня не интересует. Главное, они отреагировали, что мои слова дошли до них. Егор Афанасьевич, вот сейчас на правительственном уровне, на уровне правительства России обсуждается такая инициатива, которая дает право руководителям субъектов отстранять руководителей муниципалитетов за нецелевое использование бюджетных средств. Вот, на ваш взгляд, такая мера необходима вообще? Ну, тоже разделим на две части. Нецелевое использование и ответственность глав администрации. Понимаете, вот, я сторонник того, что на каждому, когда возникает ответственность, должно появиться четкое определение той ответственности. Вот нецелевое использование, оно достаточно сложное понятие, это общее такое понятие. Вот смотрите, глава администрации имеет свой бюджет, у нее статья расходов расписана. Вдруг вот в эти дни, вот сегодня, завтра, возникает пожар у него вокруг деревни. Ему защищать надо деревню. Он начинает мобилизовать людей, технику и говорит, сделайте вот это заградительную защитную полосу. Он привлекает людей. А от него просят деньги. Он берет из своего бюджета и расходует деньги. А у нее статьи расходов нет. Но он вынужден поселок защищать. Все это статья нецелевое использование. Как быть в этом случае? Отстранять этого? Надо похвалить же этого, что он своевременно отреагировал, своевременно меры принял. Поэтому тогда, когда речь идет о нецелевых расходах, все-таки разобраться надо, для чего это принято, каким образом это нецелевое отвлечение произошло. Понимаете? Поэтому я всегда настаивал, давно уже настаивал, еще в 90-х годах поднимался вопрос нецелевого использования. А нецелевое использование – это самое такое, близкое для использования политики понятие. Любого можно обвинять, руководителя, говорит, вот у него нецелевое использование, он преступник, он такой-сякой. Это не так. Жизнь такая сложная штука, что все по статьям-то не бывает иногда. Вот здесь должны быть определенные законом допущенные люфты. Вот это то, что про нецелевое использование. А что касается ответственности, то я считаю, что механизм повышения ответственности, он в принципе присутствует в действующих законодательствах. Но, по всей вероятности, речь идет о механизмах, может, совершенствовании механизмов ответственности глав поселений. Для меня, например, разницы нету. Я очень нормально отношусь к тем присутствующим
механизмам, и с ними, как бы, если есть необходимость, нормально их пользуюсь. Вот этим. Поэтому это просто будет дополнение к тем существующим. Я не считаю, что это какой-то совершенный, что ли, механизм. А вот ситуация с главой Ленского района, который сейчас Сергей Высоких, когда местный совет депутатов фактически не хочет отстранять главу. Моя позиция была четко определена, я позицию свою высказал, что есть определенные нарушения, в таких случаях доказанные следственными органами. Поэтому я дал свое заключение, но право принимать решение, это было за Советом районных депутатов, они приняли свое решение. Я считаю это абсолютно тоже естественным процессом. А то у нас есть такое представление, что то, что я подписал, все должно приниматься как бы на блюдце. Это так не бывает. В том-то и дело, что мы хотим в республике создать более такой, существенное, что ли, в области формирования гражданского общества, чтобы люди свои мнения говорили, как они думают, как они есть. После этого тогда будет всегда принято в окончательном решении более правильное решение. Как вы относитесь к тому, чтобы вот по крупным проектам, да, сразу от начального этапа был какой-то общественный контроль прикован? Может быть, это будет Народный фронт, Общественная палата, журналисты или кто-то, да, чтобы но кроме международных, я согласен. Да, российских. Международные, понимаете, они создаются больше обеспечения конкуренции для некоторых компаний, для некоторых фирм мирового уровня. Поэтому лучше своих, я за, и вы же понимаете, я же всегда за общественный контроль, но чтобы это был грамотный контроль, привлечь специалистов, экспертов. В этом плане общественная палата пусть формирует это, я буду поддерживать именно по крупным проектам. По крупным, потому что если мы продвигаем крупные проекты, мы должны понимать, что они небезопасны с точки зрения техническом, экологическом, производственном, всем остальном. Поэтому лучше. Но главное, чтобы они были нацелены целью, чтобы эти проекты были реализованы. А если вы создаете общественное формирование, чтобы они не были реализованы, конечно, с этой точки зрения можете где угодно, кого угодно подобрать и заниматься. Но я хочу, чтобы эти проекты продвигались, но без ошибок, с точки зрения качества, чтобы они были выше всех. Вот вы затронули тему, то, что очень многие якутяне любят получать информацию и обсуждать из неофициальных источников. Вот на ваш взгляд, почему больше верят вот сенсационной такой информации, которая у нас и в WhatsApp, и на форумах обсуждается, чем официальной? Вот в чем причина? Я бы не сказал верят. Я бы сказал просто определенный интерес есть. У нас очень большой интерес, скажем, к убийствам, пожарам, всяким сексом, всяким вещам, которые низкого такого уровня. Большой же интерес, люди это, у нас же есть так называемая желтая пресса, они же читают это. Но при этом, насколько они полезны, насколько они нужны этим людям, насколько они полезны в жизни этих людей, это вопрос очень сложный. Вот этого они ни в чем не прибавляются, в этом они кругозор не расширяют. Просто и у человека есть определенное качество такого, получать такую низкую информацию. Вот этого никуда не денешься. А на этом те структуры, которые занимаются этими информационными, занимают эту нишу, они больше не занимаются так называемыми более благородными целями, задачами. То есть они не воспитывают людей каким-то хорошим целям. Они не формируют какое-то чувство патриотизма, они не формируют то, что полезное для общества, полезное для развития, они там не формируются. Они на этом только зарабатывают. То есть это способ зарабатывания денег на тех любопытстве, что ли, такого человека, свойства человека. Поэтому я считаю, нам необходимо сегодня обратить внимание на более благородные цели, на более высшие цели. Вот в этом случае мы поддержим другую категорию информационных источников. Дело в том, что люди нуждаются, людям полезно услышать, где хорошие опыты. Открывайте эти газеты, вы нигде не получите, где хороший опыт есть. Бизнес хочет где-то почитать, где лучше работает, где как работает хорошо. Об этом же они не пишут.
Людям нужна официальная информация, какие механизмы принимаются, какие законы принимаются. Они же там не получают эту информацию. Вот поэтому существует и другая официальные источники, которые мы поддерживаем. Я хотела бы спросить про развитие арктических территорий. Вот была на коллегии Госком Арктики, и там они озвучили о том, что в этом году на развитие арктических территорий будет программа развития, комплексная программа будет как бы исполнена всего лишь на 46%, ну то есть по финансированию. Это в связи с тем, что как бы республиканские деньги получены, но они не смогли защитить финансирование именно с федерального центра. И в связи с этим у меня возникает вопрос, какая будет помощь оказана дополнительно со стороны республиканского бюджета и вообще как будет развиваться Арктика вот в ближайшие годы? Арктика – это тема, она очень болезненная, и она сегодня требует особого внимания. Дело в том, что вообще у нас в республике, вы, наверное, знаете, мы разделили, в частности, когда я ставил задачи, разделили на определенные группы. В частности, это речь идет о городе Якутск, со своими, это село, это Арктика, это промышленные города. И мы как бы с учетом определенных сложностей каждому должны обратить внимание по-особому. По Арктике мы стали обращать внимание, но в таких объемах, которые мы заложили в программе развития, а там мы до 40 миллиардов, по-моему, должны выделить в реализацию этого программы. И здесь, конечно, нам необходимо с учетом формирования текущего бюджета решать этот вопрос. В начале по Арктике мы заложили вот с учетом прогнозов нормального года прошлого. Но потом, когда мы формировали бюджет, он как бы получился в усеченном варианте, с учетом всех тенденций, которые в начале года были. Потом по ходу исполнения бюджета мы в мае откорректировали с точки зрения увеличения поддержки или возвращения к параметрам нормального бюджета прошлого года, когда мы в прошлом году формировали бюджет на 2015 год. И я думаю, что в сентябре мы еще раз придем к такой же корректировке. И то, что касается Арктики, конечно, мы насколько возможно будем поправлять или пополнять. Но я сегодня скажу честно о том, что проблема Арктики мы 1, 2, 3, 5 лет не решим. Столько накопилось. Мы сегодня там работу ведем по централизации отопления, это очень важный вопрос. Хотя вопреки всем законам экономики мы разрешили селянам подключиться к централизованному отоплению. Мы внесем большие убытки в коммунальном хозяйстве и 18 миллиардов рублей для того, чтобы эти убытки закрыть, даем в бюджете денег. И плюс к тому, что убытки создается это подключение, мы поддерживаем это подключение, и чтобы наращивать убытки, и за счет бюджета будем покрывать. Надо людям создавать условия. Мы 20 лет не строили на севере, ничего. Мы сейчас строим и больницы, и поликлиники, и спортивные залы, и детские сады, но они пока в таких объемах, которые не удовлетворяют, но эту работу начали. Главное начать. Вот это начало есть. И надо ее поддерживать и выдержать в пределах программы. Такой вопрос. Вот, что вы считаете главным достижением лично вашим в период первого срока президентского? Ну, мне лично говорить очень сложно, потому что я должность, которую занимаю, должность как-то она персональная, хотя это высшая должность, это государственный орган власти президента, потом глава республики. Работа командная. Это я опираюсь не только на правительство, не только мое вот первое достижение, что я дал понять о том, что не только на власть надо опираться, но и само общество надо опираться. Поэтому люди это стали понимать, люди стали это чувствовать. И то, что я говорю, развивать гражданское общество, что общество должно быть активное, то это я считаю моим достижением, потому что я, несмотря на большие сложности, все-таки люди стали понимать, что им самим надо участвовать, им самим надо, вот сегодня как раз об этих вещах говорили. Общественная палата создана. Первая общественная палата, она
Вначале было как бы номинально, но стало потихоньку работать. Сегодня общественная палата, она лучшая в Российской Федерации. Понимаете? Другие общественные формирования, общественные движения. Я даже создал общественную, с общественностью, чтобы работать, специальный зампредов ввел, специальную структуру создал. Все это каким-то образом немножко расшевелило общество. Там, где крупные проблемы, где оперативно в каких-то вопросах общество стало участвовать. Это первое. Второе, сегодня, если взять общую деятельность, то оценивается все это какими-то определенными показателями, соотносительно что-то. Соотносить показатели 2010 года, сегодняшние показатели. Соотносить с другими субъектами, как мы выглядим. С этой точки, если брать, то, конечно, политика по переселению из аварийного жилья. Это ощутимо. Строительство жилья, если мы около 300 тысяч квадратных метров строили, то мы за 500 тысяч сейчас вышли квадратный метр в год. Все это в совокупности дают определенную какую-то уверенность в правильности своей политики. Не говоря уже о показателях, о которых многие знают. А вот, Егор Иванович, а вот второй срок чем-то будет кардинальным отличаться от первого руководства? Ну, во-первых, на второй срок четко определены ориентиры и программы, они будут выдержаны. Потому вы же знаете, я стараюсь более конкретизировать свои задачи и стараюсь более ими конкретно заниматься. Я не могу объявлять все общими словами и ходить и вокруг этих общих слов и каким-то образом попытаться делать вид, что они реализуются. Я хочу, чтобы решения, которые мы, задачи, которые определяем, они были подкреплены решениями, которые реализуются. С этой точки зрения, я думаю, определенные какие-то моменты сегодня, очертания именно в реализации мы видим. Вот это будет продолжаться в предстоящем. Мы нового что-то изобретать вряд ли будет, вряд ли можем. Но механизмы совершенствуются, оказать какой-то приоритет с точки зрения продвижения, они будут усиливаться. И вот я не могу не спросить, у вас есть желание пойти на третий срок руководства республики? Но я же только год поработал. Ну просто есть такое утверждение, что когда политик все выигрывает думают, что я выборы... 5 лет, я уже 4 года отработал, сейчас начался новый срок. 1 год я поработал. Я не ставлю перед собой задачу, еще раз говорю, я никогда не ставил и не ставлю задачу быть кем-то, когда-то, что-то. Я ставлю задачу чем-то заниматься и реализовать, и принести пользу. Придет время, когда приниматься будут какие-то решения, тогда скажу. Я говорил об этом в прошлом году, когда речь шла о досрочных выборах. Я говорил, я думаю, я не ставлю задачу. Пришло время, я обратился и получил поддержку. Хотелось бы узнать также ваше личное мнение по земельному вопросу в городе, да? Ну, всем понятно, что в Якутске вообще места нет, да, сейчас новой какой-то земли, поэтому особо ушлые предприниматели залазят уже во дворы многоквартирных домов, да. Например, такая ситуация есть за домом торговли по улице Ярославского, да. Когда-то там во времена Заболева была выделена в аренду земля, да, и прямо на месте детской площадки. Сейчас там хотят построить офисный центр, прикрываясь тем, что внутри будет расположен якобы там детский досуговый центр какой-то. Но мы знаем, что практика показывает, что в итоге там образуется или ресторан, или еще что-то, да. Вот жильцы в свое время взбунтовались, да, и вот общественная палата города их поддержала, да, сходили к главному архитектору, вроде там затормозилось, да. Не поддерживайте дальше. Да, и вот такая же ситуация есть, вот сейчас не решена еще по Ломоносово, да, там якобы под социальную аптеку выделили землю. Человек этим летом огородил и насыпал туда песок, начал подготовительные работы. Да. При этом у него разрешение на строительство уже истекло, его не было. То есть он изымать надо? Да, мы в прокуратуру, вот жильцы, они все, конечно, возбудились, да, потому что была парковка, теперь там забор. Да. Мы как бы саккумулировали их и на коллективную жалобу, там 100 человек подписались в прокуратуру. 2 месяца вместо 1 месяца прокуратура рассматривала. Да. Доходило до того, что помощник прокурора там какие-то детские оправдания. Да. Когда будет решение? Извините, я в больнице там или еще что-то. Сложилось ощущение, что кто-то там мешает, да. И в итоге нарушений как бы никаких нет, да. И вот сейчас люди боятся, что была вот всю жизнь парковка. И вообще это же Короленко улица, дорога. Каким образом там выделили под застройку, где зона даже не совпадает? Я вас поддержу в этом. Да? Дело в том, что когда был избран Арсений Сергеевич Николаев, я по этому вопросу очень большие претензии предъявлял городу Якутск. Вы, наверное, в курсе. Я даже лично
пытался ходить по улицам и говорил, что это, спрашивал, чья площадка, кому отведено. И, конечно, встретил такой бардак, что город, хотя и пустует, как будто на первый взгляд, площадки, они имеют определенных хозяев, которые, вопреки градостроительного законодательства, архитектурных планов и так далее, они были выделены под так называемые... Соцобъекты, соцобъекты, да, Да, социальные. да. Но они, вот это торговым точкам, даже все нарушения вот этой красных линий улиц, магазинчики и так далее, это, во-первых, не красит сам по себе город, во-вторых, все-таки мы эффективно должны использовать центр города Якутска и, соответственно, навести порядок. И Арсений Сергеевич очень такое жесткое требование было поставлено. Он старается как бы выдержать, но он сегодня больше сил уделяет тому, чтобы бороться с теми, которые вы только что рассказываете. Он все время в суд подает, многие участники, непонятно по каким причинам, даже не столько, постольку еще и накладывается одно решение на другое решение, и в результате там по 2-3 хозяина на одной территории. Конечно, это все создает ту атмосферу недовольности по отношению наведения порядка по земельным участкам. Я поддерживаю любое движение по общественникам, особенно. Но вы же ставите по отношению ко мне требования. Пожалуйста, также ставьте вопросы требований прокуратуре, там, судам, кому угодно. Вы имеете право. Я всем сказал, что именно общественное формирование – единственная структура людей, которые имеют право любому, независимо, федеральная структура, республиканская структура, муниципальная. Вот это надо воспользоваться. Вот это нам надо это продвигать. Потому что надо навести порядок в деятельности не только республиканской или муниципальной, и федеральных тоже. Это во-первых. Но что касается самого города Якутска, то мы должны понимать, что город Якутск сегодня при всем при этом загружен. Он город непроизводственный, город это образовательный, научный, культурный, но при этом нет производства, инфраструктуры только. В этом случае, если мы 25 лет назад имели только население чуть более 200 тысяч человек, то уже сегодня за 350 тысяч человек населения. То есть на пустом месте этот город вырос с большой нагрузкой, и в результате много недовольства того же самого населения. И речь идет, производства нету, доходов бюджета нету, и город сам по себе обеспечить не может. И, соответственно, бюджет свой формировать не может, он не может строить детские сады, школы, производство создавать, и республика помогает. И республика помогает, датирует, и каждый раз растет эта помощь. Но кроме того, у нас еще десятилетиями накопленного опыта, проблемы есть. Это имеется в виду дороги, это старое жилье, вообще жилье. И мы вкладываем очень большие объемы денег в город Якутск в этом плане, и стараемся что-то делать. Но последние годы как бы немножко заметно, но если выйти на окраины, то там как был бардак, так и остался бардак. Вот все мы должны, но при этом пребыванием людей из-за пределов города Якутска, из районов, она все равно растет и растет. Этот приток когда-то должен быть остановлен. Иначе город никогда не будет решать свои проблемы. Но как это делать? Опять завтра напишите, что я буду останавливать и так далее. Но это не так. Мы должны создать определенные условия, город-спутник создавать. Поэтому я говорю, что Нижний Бестях более подходящее место, где можно создавать город-спутник, и там Бестях потихоньку развивается. Определенную нагрузку должны снять. Намский район очень много людей принимает, Северов, например, да. Кангаласский стал принимать в последнее время. Поэтому мы должны разгрузить город Якутск. Авиакомпания Якутия, она как разрешила свою проблему с сухим? Никак не разрешила. Дело в том, что я встречался то же самое с Дмитрием Анатольевичем, уже это предыдущие встречи, о том, что лизинговые платежи по суперджету мы платим в долларах, а когда доллар курс изменился, мы платежи увеличились в 2 раза на пустом месте. И то же самое у нас проходит на те неработающие Ан-140. Лизинговые платежи сегодня идут от полярной авиалинии по самолетам, по Сберлизингу. То есть Сбербанку мы платим тоже огромные деньги. И вот я встречался и с Грефом по поручению Дмитрия Анатольевича, потому что я с ним разговаривал. Встречались мы
с банком Веббанк, Минэкономбанком, чтобы регулировать этот вопрос. Мгм. И они пока не дают Нет, согласия. мы помогли сейчас Якутии, но в текущем режиме вопрос пока решен. Мгм. А вопрос приобретения каким-то потенциальным инвесторам авиакомпании сейчас вообще Работает, мы предусмотрели приобретение самолетов за счет тоже ресурсов. Понимаете, что получается? Вот я еще одну тему затрону, раз мы открываем тему. У нас есть компании, которые мы полностью держим под контролем. Это Ленинское объединенное речное пароходство. Единственный субъект в Российской Федерации имеет в своей собственности такие крупные предприятия, как Ленинское объединенное речное пароходство, авиакомпании полярной линии, авиакомпании Якутии и другие структуры. И мы для того, чтобы их поддержать, для того, чтобы они жили, работали спокойно, мы должны быть государство эффективным собственником. Но всегда принято, что государство неэффективный собственник. Мы считаем себя эффективным по отношению к Алрус. Поэтому мы не хотим упустить Алрус. А вот что касается этих предприятий, мы вынуждены быть финансированием, обязаны финансировать это предприятие за счет бюджета республики. А в бюджете никто не хочет хозяйствующим субъектам деньги предусмотреть. И потом спрашивают, сохраняйте предприятия, но при этом мы не можем их финансировать, поддерживать, потому что бюджет полностью расшифрован на социальную сферу, на зарплату, на Минздрав, на образование и так далее. Вот как-то у нас подход очень такой, такой необъективный. С одной стороны говорим, почему вы хозяйствующим субъектам деньги, а мы должны давать, потому что их должны обновлять, их должны поддержать, убытки, которые объективно получается, закрывать, но с другой стороны нет. Поэтому мы должны были приватизировать в свое время. Приватизировать. Вот что получилось? По арктическому пароходству. Было такое арктическое пароходство. В свое время не приватизировали, потому что все говорили, политики, нельзя приватизировать, это наше. Но при этом ни одного рубля не вкладывали в арктические пароходы, большие суда морского класса. И предприятие, чтобы ремонтироваться, чтобы обновляться, должна была деньги иметь. Оборонных средств, их не было. Предприятие потихоньку умерло, обанкротилось и исчезло. Ни государства пользы, ни налогов нет, ничего нет, исчезло предприятие. А надо было приватизировать в свое время, отдать эффективным собственникам или тому же продать Мурманскому пароходству. Хотя бы от продажи имели бы деньги. Ну, это как Якутцемент, да? Да, и как Якутцемент. Якутцемент стал умирать, стал исчезать, мы приватизировали, и сегодня ожило. Предприятие сейчас развивается. Зато налоги платят постоянно. Больше платит, чем когда государство держало при себе. Вот в чем смысл приватизации, если мы должны правильно понимать. Но эта тема появилась в политике, и она начинала, что мы все продаем, что у нас ничего не осталось. Все осталось, то, что продали. А то, что сохранили, все исчезло. Вот в чем смысл. Понятно, вот когда речь идет о средней заработной плате, да, по республике, вот сумма 52 тысячи рублей у многих вызывает недоумение. Конечно, это спорная тема. Да, для чего вот эти вот далекие от реальности, ну, как они формируются и для чего они Это нужны? методика такая, чтобы узнать уровень жизни в целом по субъектам. Это статистика, такие подходы, методика требует такую методику. И, конечно, здесь есть такие субъекты, где однородное производство. То есть это сельские, основная отрасль сельское хозяйство, например, Белгородская область, да, например, или другие области. Там средняя зарплата выходит, как бы характеризующий уровень жизни непосредственно. А вот для нашей республики этот средняя зарплата не характеризует уровень жизни субъектов в целом, потому что алмазник за 100 тысяч рублей за среднюю зарплату получает, а селяне там за 20 тысяч рублей, 25 тысяч, 24 тысячи рублей среднюю зарплату получает. И в результате потом по методике формирования средней зарплаты, например, селяне очень сложно как бы подвергаются, потому что если промышленности рабочая категория, она известна, они кроме зарплаты ничего не имеют. А селяне, кроме зарплаты, еще и доходы же, хоть маленькая зарплата имеет, но еще и свои доходы, скот, лично подсобное хозяйство имеет,
с дачами и так далее, они не учитываются нигде. Поэтому здесь подход в сельской местности достаточно сложный. Но они не характеризуют. Но, с другой стороны, для общей оценки субъектов со стороны федерального центра, они показывают, что субъекты сами по себе могут обеспечивать, например, соответствующий уровень, с учетом того, что если высокая зарплата, значит, где-то есть промышленность, где-то есть крупное производство. И принимают определенно такие какие-то решения. Вот здесь, в республике, мы, понимая, что сельское хозяйство вот такое, мы как раз обосновываем этим, за счет бюджета поддерживаем сельское хозяйство, большие суммы. Что бы ни говорили, очень большие суммы, такие суммы никто не дает субъектам Российской Федерации по сельскому хозяйству. Но мы вынуждены и обязаны поддержать своих людей и будем увеличивать это финансирование. Теперь возникает у селянов всегда вопрос, вот в пресловутом письме тоже написано, что якобы сельские деньги где-то оседают. Я четко говорю, что в течение моих 5 лет действующих сельские деньги нигде на территории Якутска не оседают, потому что они идут мимоходом, Министерство финансов мимо идут в районы. И о том, что говорить, что где-то там в структурах остается, это все неправда. Давным-давно я заставил структуры работать на кредитах. На кредитах банковских, они покупают и продают. Но это тоже, с одной стороны, плохо, потому что проценты банковских кредитов, они сидят в цене товаров, которые селянам идут. Поэтому и немножко дороже становится, чем обычная бюджетная поддержка. Это тоже не обоснованно, потому что, еще раз говорю, любая проверка придет и увидит. Общественная, любая. Деньги уходят в район людям. Егор Афанасьевич, вот такие несколько личные вопросы. Какое качество вы более всего цените в людях? Какое качество? Более всего цените в людях. Если речь идет о деловом человеке, то ответственность человека. И вообще человека ответственность. Ответственность это качество, оно является основой всего. Если человек ответственный, то он по всем должен быть ответственным. В взаимоотношениях с человеком, в взаимоотношениях по работе и так далее. Он в своих рассуждениях, в своих выводах, в своих заявлениях, во всем ответственен. Человек, он понимает, о чем должен говорить, понимает, что надо делать. Это первое. Второе, все-таки человеческие качества, как доброта, как взаимопомощь, как бескорыстность, вот это все должно присутствовать в человеке. Отсутствие этого ведет человека по другому пути. А вот самое негативное качество человеческое? Это ложь. Это ложь. Это равнодушие. Вот два. Равнодушие – это страшнее всего. Если у тебя враг сидит перед, он на все тебя убьет, и все. Если друг сидит рядом, то он всего-навсего тебе предаст. А вот равнодушный человек – это хуже всего. Егор Афанасьевич, если бы у вас была возможность изменить какое-то ранее совершенное решение или поступок, то что бы вы изменили? Ну, это очень сложный вопрос. Таких поступков разных, где-то ошибочных, где-то… Ну, их же много. Поэтому что-то вспоминать, и я исправлю, заявить достаточно сложно. Но я думаю, что любой поступок, если я проанализирую еще раз, вернуться к этим поступкам, проанализируя, если они навредили кому-то, человеку, то я, конечно, исправлю или хотя бы сделаю выводы, чтобы в следующий раз не повторить. Угу. Вспомните самый счастливый момент в своей жизни. Тоже очень сложный вопрос, но я почувствовал очень счастливый день и большую ответственность, когда я создал семью. Это было для меня очень важное решение, и получил ответ положительный. И, конечно, это было для меня
всего, которое сохранилось до сегодняшнего дня. Это был Егор Борисов. Спасибо, Егор Афанасьевич, что пришли. Спасибо.